разные. Могут быть карбоновые, могут быть алюминиевые. Если вы заметите, они будут разной длины. Сегодня в нашей передаче мы расскажем о тренере по стрельбе из лука Евгении Гороховой. В Ленинском районе девушка живет и работает 3-й год. Родилась и выросла она в Якутске. Но когда Женя училась в школе, родители решили переехать на заработки в Мирнинский район, где им были предложены хорошие подъемные и служебное жилье. Сначала семья жила в поселке Тасурях. Через 3 года супруги с детьми перебрались уже в сам город. Продолжили работать в больнице. Папа врачом, мама медицинской сестрой. Семья Горохова большая, Евгения старшая, 3 брата помладше, и самой маленькой сестренке только будет 5. Весь сознательный возраст девушка помнит, помогала родителям по дому, занималась с детьми. В свободное время любила рисовать, мастерила, играла на гитаре. Любовь к стрельбе из лука у Евгении проснулась в старших классах, неожиданно, когда глава района порекомендовал каждому ученику обязательно состоять в спортивной секции. Вот с этого момента девушка и начала усиленный поиск своего увлечения. Я как человек тревожный, такая, надо куда-то поступить. Сначала на КВН попробовала, мне там не понравилось. На бокс пошла, меня там избили, тоже не понравилось. На хапсакай походила тоже неделю. Тяжело было, думаю, не хочу. Потом подружка подошла, я на стрельбу из лука хожу. Я такая, ой, давай попробую. Пошла и все. Уже 15 лет стрельбы из лука. Первые 2 года были просто с друзьями приходили, занимались одним видом спорта, чисто так, как просто занятие спортом, как физкультура, можно так сказать. А вот с 3-го года обучения сказали, вот у тебя возраст как раз подходит на Дитя Азии, хочешь попробовать? А мне как раз в 2008 году дедушка как раз на Дитя Азии повез на открытие. Мне так понравилось, думаю, я тоже хочу поучаствовать. И там как раз все сложилось, звезды сошлись, и я прям сильно начала тренироваться. Родители поддержали, лук купили. И все, и пошли первые результаты. Первые республиканские заняла 4-е место, на вторых уже 3-е. Тренером почему решила стать? Когда завершились Дитя Азии, у нас в школе тоже точно так же начали говорить, куда вы будете поступать, что делать. Я уже думаю, ну, что я умею делать? Хорошо общаться с детьми. И это тоже послужило как бы причиной, почему я решила в педагогику идти. Вот. Ну, думаю, я вообще изначально хотела быть геологом, так как город геологов и так далее. Но там немножко не повезло тем, что чуть-чуть поменяли правила поступления. И я давай попробую на педагогику, а там уже посмотрим, что получится. Поступила в Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта, закончила с отличием и вот работаю тренером. Сколько лет училась? 4 года и плюс 2 года магистратуры. И сейчас учусь в Омском университете СИБУФК, тоже на направлении спорта. Карьеру тренера в Мирном девушке построить не удалось. Судьба распорядилась так, что Евгения оказалась в Ленинском районе. Приехала сюда по приглашению друга, лучника, который ранее и вел секцию по стрельбе из лука для ленинских ребят. Заметив способности девушки, он рассказал о ней директору спорткомитета. Евгении руководством были предложены хорошие условия для начала успешной карьеры. Первый мой набор детей было где-то 7 человек. Все разного возраста, были от 9 до 16 лет. Вот как раз с этого набора у меня осталось уже 3 детей. Все уже имеют разряды спортивные. Вообще мой набор был с нуля. Они все учились. Те, которые уже начинали как-то с прошлым тренером работать, они постреляли, ну, как раз ЕГЭ, ОГЭ, они уехали в другой город. Но они продолжают стрелять, но уже не у меня. Сейчас у меня 3 группы, 2 группы начальной подготовки по 10 человек и 1 старшая группа 2-й подготовки, там 12 человек. И 1 группа, получается, чисто взрослая. Это уже много, да? Угу. Ну, среди взрослых у меня где-то человек 20 в основной сборной. У каждой группы у нас немножко разная программа. У взрослых это базовая разминка и стрельба на объем. У групп начальной подготовки и старшей группы у них идет прям физическая нагрузка. В начале тренировки они хорошо разминаются, бегают, прыгают у меня, после чего они собирают луки и только тогда начинают стрелять. Самое основное это у нас классический лук, он же является олимпийским. Также сейчас, 28 года, в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе войдет новый вид, это блочный лук.
тоже ведем планомерную подготовку. И еще традиционный лук, который национальный наш, тоже идет подготовка. Сначала я даю ребенку классический лук и смотрю, как он стреляет. Более пластичные дети, они идут у меня на классический лук. Если ребенок, такой чуть-чуть задумчивый, немножко медлительный, то они идут на блочный лук, потому что там как раз нужно, чтобы долго удерживать лук, надо прицелиться хорошо. И этот лук как раз им идеально подходит. Еще смотрю по антропометрии, то есть по составу тела. Бывают такие коренастые мальчики, они идут как раз на блочный лук, потому что им будет легче тянуть тяжелый лук. А такие худенькие, такие активные дети, они идут, наоборот, на классику. Там как раз надо таких худеньких, сильненьких детей. Сегодня в секции имеется хорошая материально-техническая база. Каждому ребенку на начальном этапе предоставляется защита и, конечно же, лук. Блочный или классический на усмотрение тренера. Бывает, ребенок по телосложению подходит под блочный лук, но ему прям очень нравится классический. Но я уже ничего сделать не могу, мы уже отдаем уже классический, он им занимается. Потом, когда приходят первые победы, первый год обучения, я уже родителям предлагаю, если вы хотите, чтобы ребенок показывал результат, уже надо более профессиональный лук. У нас в спорткомитете и так предоставляют бесплатно инвентарь, но это для начальной подготовки больше подходит. А если у нас спортивные результаты, надо вкладываться. Как и в любом виде спорта. Вся амуниция спортсменов хранится в отведенном месте, где на стенах расположены специальные крепления для луков. На полках аккуратно разложены тубы для стрел. Среди огромного количества луков есть и те, из которых в начале своей спортивной карьеры стреляла героиня нашей передачи. С каждым связана целая история. Некоторые луки я сама свои привезла, получается. Допустим, с этого лука я вообще начинала стрелять, он уже старенький. Нет, давай в общественное пользование. Как для себя родители купили как раз этот лук, когда я начинала стрелять. Он как раз со мной всю жизнь, по сути. Эти луки, допустим, спорткомитет у нас закупил, тоже новенькие. Дети там периодически тоже свои покупают, допустим, Девочка. Они оставляют здесь свои луки? У нас купила как раз лук, более профессиональный. Уже имеет разряд, второй спортивный разряд имеет. Лук сам состоит из 3 составных частей. Получается, это у нас рукоятка, плечи и тетива. Он сейчас в разряженном виде получается. А прицел, на прицеле у нас красная мушка получается. Это стабилизаторы, их мы откручиваем, прикручиваем сюда, заряжаем лук и стреляем. На рукоятке у нас есть полочка, сюда ставится стрела, и плунжер, это стабилизатор стрелы. И спортсмены, получается, заряжаются и стреляют таким образом. Луки бывают совсем разных видов, от начинающих до профессиональных. Допустим, этот лук, он уже профессиональный лук считается. Рукоятка корейского происхождения. Именно этой модели рукоятка выигрывала Олимпийские игры. Тоже очень хорошие модели у нас есть. Для выездных соревнований спортсмены используют специальные чемоданы. Это у нас получается кейс. Сюда кладутся луки. Как раз когда мы ездим на соревнования, все как раз складируется, лук разбирается, стрелы, вещи, все в чемодан идет. И легко повозить на соревнования. Есть некоторые модели для рюкзаков. То есть точно так же открываются, есть разные отсеки. Здесь, допустим, стабилизаторы и стрелы. Евгения призналась, что быть тренером – это ее призвание. Она с детства мечтала работать с детьми. Тренировочный процесс девушка разнообразила. Включила в него настольные и телефонные игры. Играет им на гитаре и учит ребят. Так Евгения Васильевна устанавливает доверительный контакт со своими воспитанниками. С удовольствием приходят. Многие вообще даже не пропускают. Им нравится. У меня вообще своя методика преподавания. Я не только же стреляю, но еще и играю с ними. Там разные национальные игры им придумываю. Бывает, сама игры какие-нибудь придумываю. Им не так сложно вклиниваться в спорт. А уже со 2-го года обучения уже идет подготовка к большим
соревнования. Каждому ученику Евгения дает план на месяц, который начинающий спортсмен должен выполнить. От этого будет зависеть итог на соревнованиях. Для спортсменов с достижениями план серьезнее. Вообще, когда я ставлю сначала базовую технику, мы смотрим, я их сопровождаю, показываю ошибки, показываю, где можно исправить что-то, постоянно сопровождаю. Уже когда идет большие результаты, типа выполнение разряда спортивных, там уже идет немножко другая программа. Я им составляю план тренировок, то есть на неделю пишу объем выстрелов, сколько сделать ОФП. Там некоторые участники нашей секции, получается, еще занимаются в качалке. Я им тоже говорю примерно, сколько объем должен быть. И с этой программой они сидят и работают. Вообще, если хочешь добиться больших результатов, это больше 150 выстрелов за тренировку. Если поддерживать просто форму, хватит и 90 выстрелов. Ну, лучше 120. Это такой золотой стандарт, так скажем. Мишени у нас разные. Есть мишени на 18 метров, получается. Они тройные, как вы видели в зале. А на больших дистанциях, типа 30, 50, 70, там большие уже идут. На 50 и 30 это от желтого к синему, а на 70-90 это от желтого до белого. Ну, там такой сектор большой. Зимой тренировки проходят в спортивном зале. Ближе к маю лучники переезжают на улицу и начинают готовиться к соревнованиям, которые каждое лето проходят в республике и районе. Чтобы попасть в сборную Якутии, надо быть топ-3 лучших в квалификации и топ-3 в спаррингах, только при личных встречах. Вот Шабанова Екатерина у нас была лидером по квалификации и вторая по личным встречам. И поэтому она в этом году съездила в Екатеринбург на первенство России и выполнила разряд мастера спорта России. В первый год работы у нас уже были первые республиканские медали. Это серебро среди блочников юношей и серебро среди мужчин. Но уже на второй год у нас уже 2 всероссийские медали. Это тоже серебро в команде среди девушек-классиков и бронза в личном зачете у мужчин. Вот. А с этого года у нас уже именно прям хорошие результаты. 2 медали на республике, 1 чемпионат среди женщин на блочном луке и тоже серебро среди юниорок. У Евгении много и личных достижений. В этом году она стала участницей чемпионата республики. Вошла в топ-4 лучших лучника республики. Чуть-чуть, признается спортсменка, не хватило до сборной. Но девушка не расстраивается. Ведь благодаря тому, что она туда не попала, не останавливается тренировочный процесс у ребят. Евгения имеет разряд в кандидаты мастера спорта России. Много лет является членом сборной республики Саха-Якутия. Участница 6-х международных игр «Дети Азии». Мечта любого спортсмена – это попасть на Олимпийские игры. Вот как раз тоже хочу попасть на Олимпийские. Пускай даже не спортсменом, хотя бы как тренер или как спортивный врач. Из ближайших планов это, получается, попасть в сборную Якутии на Дети Азии следующее. Потом, если не ошибаюсь, они будут в Киргизии. Там будет очень красиво. Уже подготовка идет. И как бы я уже детей готовлю, как раз возраста Детей Азии, из ближайших. А так надо попасть в сборную России, чтобы попасть на Олимпийские игры. Также надо сделать ребенка первого в Ленском районе, который попал на Олимпийские игры. Это наша мечта всех тренеров Ленского района. Секция стрельбы из лука в Ленском районе становится все более востребованной. Дети и подростки с большим энтузиазмом пробуют себя в этом виде спорта. Наша съемочная группа побывала на тренировках, пообщалась с юными дарованиями и поинтересовалась их настроем. Сегодня в спортивном зале старшая группа. Ребята готовятся к предстоящим соревнованиям. Евгения Васильевна дает задание за 1,5 часа всем сделать от 90 до 150 выстрелов. Сложно, не всегда ребятам удается справиться с поставленной задачей. Нет. Бывает то, что из-за поломки, и еще из-за каких-то там факторов, которые всплывают.
в Сочи. Сейчас мы делаем технику и учимся стрелять с 18 метров и учимся стрелять в команды. Там особенно в командах, когда ты за соперника боишься, то что вот соперник попадет в десятку, а ты не сможешь. И тогда есть такое, как будто своего соперника может ему дать более шанс за победы. И ты тогда начинаешь полностью нервничать. У нас есть задание сделать правильную технику. Это прикладка, стойка и правильное выпускание стрелы. Стрельбой из лука Лев занимается более 1,5 лет. Первый раз на тренировку пришел за компанию с мамой, которая тоже увлекается данным видом спорта. Стреляет мальчик из классического лука. Участник многих соревнований, каждый раз на которых занимает почетные места. Я хочу взять заслуженного мастера спорта, а потом учить детей тоже заниматься этим видом спорта. Екатерина Шабанова – мастер спорта России. Почетное спортивное звание девушке было присвоено в этом году за высокие достижения и выполнение установленных разрядных норм. Высоких результатов, признается девушка, удалось добиться благодаря каждодневным тренировкам, упорному труду и большому интересу к этому виду спорта. Только Евгения Васильевна, она мой первый тренер, это в настоящее время. То есть благодаря ей вот такие достижения? Да, конечно. Тренировки у нас 5 раз в неделю. Это понедельник, среда и четверг, суббота и воскресенье. Где-то 2 часа тренировки. Периодически у нас еще бывают силовые. Мы занимаемся либо в карате, либо в других спортивных залах. Вот. Ну, в среднем 2 часа тренировку по-разному. Где-то больше на технику работаем, где-то больше на объем работаем, зависит от соревнований. Но это Евгения Васильевна сделает нам тренировочный план, и мы по нему работаем. Стараться и не придумывать для себя никаких оправданий. В первую очередь для себя. На прошлой неделе Екатерина приняла участие еще в одних соревнованиях, которые прошли в городе Красноярск. Она заняла 2-е место. В декабре спортсменку ждет чемпионат республики, а в апреле следующего года первенство России. Идет этап растягивания, прикладка плотная, локоть пошел назад. Таких высоких результатов Евгении Гороховой удалось добиться всего за 3 года тренерства. С каждого соревнования ребята привозят автографы известных спортсменов. Они с почетом расположены на стене в тренерской. Для всех являются стимулом к дальнейшим победам и высоким достижениям. В этом году они участвовали на стрелах Байкала. Это всероссийские соревнования, получается. И я попросила своих детей собрать автографы. Это Виктория Болежанова, она многократно чемпионка Европы, Азии, получается. Это Степанида Птахинова, наша спортсменка-лучница по паралимпийскому виду спорта. Это Светлана Гамбоева, тоже серебряная призерка Олимпийских игр. И вот у нас тоже член сборной России по адаптивной стрельбе из лука. Тоже они собирали автографы. Тут же на стене собраны несколько видов лука. Из них стреляют самые опытные спортсмены. В стрельбе из традиционного лука нет приспособлений, помогающих прицеливанию, нет систем стабилизации, нет прицела. Иными словами, это лук, как он и есть изначально. У нас все по старинке, как будто с индейцами. Зацепили за тетиву на руке и начинаем стрелять. У нас тут специальные наконечники, которые не ломают мишени. И мы стреляем вот по таким мишеням. Получается, вот это у нас белочка. Мы стреляем на 30 метров, это женщины, и 40 метров мужчины. То есть растягиваем. И как вот в детстве, как говорят, из лука стреляли, так деревяшку натягивали, и точно так же стреляем. Стрелы для каждого стрелка изготавливаются индивидуально, в зависимости от размаха его рук. Включаем горелку, делаем поменьше и начинаем греть. И тут самое главное не перегреть наконечник, чтобы не сломать стрелу саму. Нагрели, берем термоклей и начинаем обмазывать. Обмазываем, получается, очень богато. Прилепили и все. Резак. И отмеряем до отметки. И начинаем резать аккуратненько. Вот мы отрезали. Точно так же мы берем, включаем горелку, достаем наконечник. И наконечники всегда надо подбирать под стрелы. Если чуть-чуть длиннее, то надо потяжелее.
Если коротенький, то надо уже полегче. Опять берем клей, тоже проклеиваем. И опять водичку. Все. Вот так стрела готова. Будни у Евгении, как у всех спортсменов, проходят на работе. С утра тренировки у самых маленьких, с обеда у 2 старших групп. Вечером после 6 часов приходят уже мастера спорта, кандидаты в мастера спорта и разрядники. В перерывах у Евгении время самоподготовки. Личные тренировки длятся в среднем 2 часа. Большую часть времени девушка проводит на работе. Свободно остается немного. Но героиню нашего репортажа это устраивает. Евгения призналась, что Ленский район стал для нее стартом в профессиональной карьере. Здесь, благодаря администрации района и спорткомитету, молодой тренер получила подъемное и служебное жилье. Столько дверей открылось, по сути. Я очень много нового узнала. Сейчас проходила курсы повышения квалификации по стрельбе из лука. Там тоже просто небо и земля. И если бы я, не знаю, если бы я осталась так же мирной, я думаю, что такого бы не было. Все равно хочется что-то сделать, оставить свой след, имя какое-то показать. И амбиции как бы тоже играют. Поэтому как бы и двери открываются, и начальство всегда поддерживает идеи, как бы наоборот, хорошо. Сегодня тренер планомерно движется к своей мечте – воспитать спортсмена, который попадет на Олимпийские игры. Мы уверены, что у нее все получится. Ведь свою любовь к стрельбе из лука она передает своим ученикам. И ребята достойно представляют Ленский район на соревнованиях различных уровней. Как и у любого человека, у героини нашей передачи бывают, конечно же, выходные. В эти дни Евгения занимается домашними делами и посвящает время своим увлечениям и хобби. И, кстати, у девушки очень много. Евгения играет на гитаре, научилась сама, просматривая видеоуроки в интернете. Занимается живописью и фотографией. Разукрашивает миниатюры. Много читает. В основном японских авторов. Комиксы и детективы. Занимается рукоделием. Мама у меня рукодельница. Она шьет, вышивает, вяжет постоянно. Ну, я и вместе с ней тоже постоянно что-то мастерю, вяжу. Мама у меня все умеет делать практически. Что-нибудь скажет там под Новый год. Мне нужен такой костюм. Мама за ночь что-нибудь сошьет, сделает. Вот даже на выпускной мама за ночь мне шила выпускное платье. Я как бы сама не хотела идти на выпускной, но мама такая, надо идти на выпускной. За ночь шила мне розовое красивое пышное платье. И я пошла на выпускной. Мама вот участвовала в «Мисс Виртуальный Мирный». Не помню в каком году, но тоже участвовала, тоже постоянно. Сейчас она сама танцует, вот, помимо того, что работает. И как бы я на них смотрю тоже везде, пытаюсь участвовать и так далее. Часто ездит с родителями на природу, любит сплавы. Папа у меня любит природу, постоянно ходит на охоту, постоянно где-то вот участвует на всяких различных мероприятиях. Ну вот каждый год мы с папой катаемся на сплавы по речке Ирилях. Вот начинаем. В этом году мы начали с лагеря «Орленок» и плыли по Ириляху, ну, в сторону Орлаха. Ну так классненько прокатились 6 часов вместе с братом, да, и с дядей. Отец на лодочке, на веслах, а мы на каяках. Папа вообще занимается стрейкболом тоже. Как бы тоже вместе с ним по детству ходишь на стрейкбол, там везде участвуешь. И опять же, в свободное время, как без работы, Евгения регулярно повышает свою квалификацию. Этим летом моя знакомая Людмила Леонидовна Оженникова, участница Олимпийских игр, вытащила у себя на ВК-странице пост о том, что они собирают тренеров на курсы повышения квалификации. Это реабилитация СВОшников и людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Вот. Я посчитала, что это очень важно, что как бы надо чем-то помочь нашей стране, и пошла в курсы. На прошлой неделе как раз сдала все экзамены, все отлично. Сейчас жду у себя диплом о том, что я могу работать с людьми с поражением опорно-двигательного аппарата. В начале октября у нас проходила спартакиада по адаптивным видам спорта, и у нас проходили соревнования по стрельбе из лука. Уже изъявили свое желание некоторые участники данной спартакиады. Потихонечку готовим эту работу. Девушка постоянно развивается, пишет научные статьи, опубликовала уже более 10. Мечтает стать кандидатом педагогических наук.
В свободное время я периодически тоже пишу научные статьи на разные темы. Но последнее было про стрельбу из лука, также применение специальных упражнений. А до этого писала про Ленский район, вот в Белочке же есть бассейн. Вот про специальные упражнения в бассейне тоже писала. В свободное время читаю всякие научные журналы. Там бывает, говорят, у нас скоро вот конкурс, там надо выступить, и к этому уже готовишься, смотришь, какую тему сейчас изучаешь, и по этой теме уже формируешь свою тему и пишешь по этой теме. Нам остается только пожелать героине нашей передачи новых побед и успехов.